Здравствуйте, в эфире новости на телеканале «Осетия», в студии Елена Черенкова и коротко о главном. Арт-пространство, библиотеки, детские площадки. Все это должно появиться вдоль набережной реки Терек. Масштабная реконструкция намечена на конец 2023 года. Нам очень нравится ходить на вокал. Мы очень любим заниматься. Любовь к творчеству и детям. Уже больше 60 лет Центр дополнительного образования в Беслане раскрывает таланты. Как и чем живет творческая молодежь, расскажем в выпуске. Здесь очень высокий уровень, так что мы приняли решение приехать заниматься дзюдо сюда. Спорт не знает границ. Пройти Остинскую школу дзюдо мечтают спортсмены со всего мира. Сейчас во Владикавказе тренируются ребята из Австралии. Почему выбрали именно Осетию, расскажем. Московские медики помогут коллегам из Северной Осетии в борьбе с коронавирусом. Об этом в субботу сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова. 56 специалистов отправятся на 2 недели в 9 регионов страны. В составе мультидисциплинарных бригад инфекционисты, анестезиологи, реаниматологи, медсестры, эпидемиологи. 6 лет назад в этот день не стало Тамерлана Агузарова. В годовщину смерти бывшего главы Северной Осетии руководство республики, представители общественности возложили цветы к его могиле на Аллее Славы. Тамерлан Кимович возглавил республику в июне 2015 года, а 19 февраля 2016 в связи с тяжелой болезнью ушел из жизни в возрасте 52 лет. Тамерлан Агузаров оставил яркий след в истории республики. Его деятельность на посту главы положила начало многим позитивным преобразованиям в экономике и общественной жизни региона. Жителям Северной Осетии он запомнился мудрым, ответственным руководителем, неравнодушным к судьбе республики и каждого гражданина. Масштабная реконструкция набережной во Владикавказе начнется в конце 2023 года. Первый этап благоустройства от Красногвардейского до Кировского моста. Об этом на совещании сообщил глава администрации города Вячеслав Мильзахов. Основная концепция – создать единое пространство, которое объединит весь Владикавказ. По словам главного архитектора города Аслана Караева, территория достаточно большая – 21 километр по обе стороны Терека. Там создадут арт-пространство, библиотеки, детские площадки. Все для комфортного отдыха. Проектировку возьмет на себя Республиканский союз архитекторов. Подключатся и специалисты федерального Минстроя. Они уже осматривают город и определяют фронт работ. По словам Вячеслава Мильзаха, набережная должна стать лучшей не только на Северном Кавказе, но и во всей России. 60 лет служения детям, десятки кружков и секций, сотни одаренных ребят. Центр дополнительного образования в Беслане для многих стал вторым домом. Хореография, рисование, вокальное мастерство. Находить в каждом ребенке уникальный талант сложно, но можно, когда любишь свое дело всем сердцем. О большой творческой семье в материале Зарасы Калоевой. С первых занятий Зарема Кукаева учит ребят вкладывать в музыку частичку души. Только так можно освоить и прочувствовать даже самую сложную мелодию. Вот как на фортепиано, как на других инструментах, все свое специфическое, вот точно так же на остинской гармонике. Если правильная разработка пальцев, то и техника игры совсем другая. Уже и четкие красивые аккорды, красивые мелизмы. В центре почти 1500 детей и 5 направлений: социально-педагогическое, физкультурно-спортивное, эколого-биологическое, туристско-краеведческое и художественное. Последнее, к слову, самое популярное. Тут ребята могут раскрыть свои таланты в самых разных жанрах. Мы всегда сюда бежим, никогда не забываем про вокал. Мы с 1 класса сразу пришли. Нам очень нравится ходить на вокал. Мы очень любим заниматься. Такие фундаментальные вложения, голоса полностью уже не то что раскрываются, а уже поставлены. Голос, дикция, все это, как себя держать на сцене. Все это отрабатывается. И когда они уже идут, допустим, на вокальное отделение, там уже сразу
заметно. Помогают раскрыть творческие и интеллектуальные способности 34 педагога. Почти по всем направлениям занятия проходят 3 раза в неделю. Центр доп. Образования в районе работает больше 60 лет. За это время здесь подготовили не одно поколение активных, целеустремленных ребят. Со дня основания его никогда капитально не ремонтировали. Однако уже в ближайшее время планируется масштабная реконструкция здания. В этом учебном году, именно в этом календарном году нам обещали построить, не знаем, построить или реконструировать наше учебное заведение. Ну, пока мы все ждем, пока никаких команд не было. Но нам даже показали уже проект. Мы были на совещании в Министерстве архитектуры. Большие надежды возлагаем конкретно на наш муниципалитет и на наше правительство, что нам пойдут уже конкретно навстречу, и мы уже наконец-то распахнем двери нового учебного заведения в новом учебном году. Для ребят центр давно стал вторым домом. Ансамбли национальных танцев «Шаби», «Невш», музыкальные коллективы «Жондабита», «Хуржарин» многократно побеждали в различных конкурсах. А недавно на базе 6 школ открыли шахматные клубы. А еще организовывают интеллектуальные брейн-ринги и тренинги. И на достигнутом останавливаться не собираются. Дзира Соколоева, Хета Гапоев, Новости Осетии. Развивать знания и навыки в современной биологии. В детском технопарке «Кванториум» прошла 3-я научно-практическая школа «Биология от теории к практике». Ведущие сотрудники Института биомедицинских исследований 3 дня вели мастер-классы для учащихся «Биоквантум» и студентов вузов республики. Цель – серьезная популяризация отечественной науки и укрепление связи между школой и высшими учебными заведениями. Занятия достаточно полезно, особенно для тех, кто собирается поступать в медицинские университеты или куда-то подобные места. Когда они видят спикеров, когда они взаимодействуют уже непосредственно с людьми, которые находятся в науке и работают именно в этой области. Дети приходят с удовольствием, смотрят, то есть до конца они даже без каких-либо колебаний остаются на занятиях и с интересом, с удовольствием посещают эти мастер-классы и занятия. Во Владикавказе стартовал проект для школьников «Гейм-дизайн». 10 недель ребята будут учить искусству создания и оформления игр. Занятия проходят на базе Центра опережающей профессиональной подготовки, а также на площадках FabLab, Алания и IT-клуб. Участники общаются в чате и показывают экспертам промежуточные и финальные результаты. Юных разработчиков разделят на команды. В этот раз в проекте больше 60 учеников 5 школ республики. В планах увеличить количество мест, чтобы все желающие смогли освоить это направление. Столкнуться с очень много интересным, с большим количеством интересного, научатся владеть этим игровым движком, уметь работать в нем и создавать компьютерные игры. То есть такой проект, его реализует только Москва на данный момент, и только Московская область. Но мы вышли на переговоры, провели с ними очень такие долгие беседы, и в итоге мы достигли соглашения, и этот проект зашел и в Осетию. Это реально дело будущего, которое будет востребовано, скорее всего, как минимум 10 лет точно. Каждый из нас хотя бы раз играл в видеоигры, и всем понравится. И каждый, мне кажется, задавался вопросом, интересно, если я попробую, будет ли мне понравиться людям или нет? Осетинские дзюдоисты не нуждаются в представлении. Их имена знают во всем мире. За схватками следят с замиранием сердца. Есть и те, кто мечтает пройти мощную осетинскую школу дзюдо. И такие счастливчики есть. Они уже месяц в Северной Осетии. И уезжать на родину в Австралию не торопятся. Валерия Козаева познакомилась с гостями. Энтони и Джордан Кура с детства мечтали стать звездами дзюдо. И точно знали, для достижения заветной цели желания и упорства мало. Нужна хорошая спортивная школа. Эталоном всегда были осетинские спортсмены. Поэтому братья из Австралии сменили зеленый континент на горы Северной Осетии. Мы приехали сюда, потому что это одно из лучших мест мира. Здесь есть такие спортсмены, как Мадина Таймазова, Хубецов, Лапинагов, Тасоев. В мире нет лучшего места, куда можно приехать тренироваться. Здесь
очень высокий уровень, так что мы приняли решение приехать заниматься дзюдо сюда. Подобных мест, как Россия, Осетия, нет. Мы здесь, чтобы тренироваться с лучшими, и мы очень счастливы быть здесь. Здесь куют и закаляют будущих чемпионов дзюдо. Еще недавно Энтони и Джордан не могли и представить, что будут тренироваться со своими кумирами под руководством лучших специалистов сборной. Нам очень нравится. Они настоящие профессионалы, хорошие люди и помогают нам. Это именно то, зачем мы приехали. Для наших тренеров не существует ни национальности, ни языковых барьеров. В этом зале говорят на одном языке – языке дзюдо. Все решает труд и желание работать над собой, а сильнейшие определяются на татами. Они просят, чтобы можно приехать к вам. Ну, если вы хотите, мы же не можем сказать. Нет, пожалуйста, для нас хорошо, для них хорошо, поэтому совместная работа всегда дает какую-то, наверное, положительные эмоции, и результат тоже будет хороший. Очень близко, очень дружно они вошли в коллектив, поэтому никаких проблем это не вызывает. Наши ребята их приняли очень хорошо. Если бы им не нравилось, они бы тут долго не задерживались, правильно? В Северной Осетии дзюдоисты тренируются почти месяц. Гостеприимность и уют республики их так покорили, что уезжать пока не планируют. В конце февраля братья Курас выступят на международных соревнованиях в Польше. Активно готовятся и осетинские дзюдоисты. Сейчас у меня ближайшие турниры будут Гран-при, Гранд-шлем. Какие именно, мне пока не сказали. У нас это всегда в тайне держится. Но я надеюсь, что этот сезон тоже будет удачным. Готовлюсь, тренируюсь. Желание тренироваться есть, азарт. Это самое главное, мне кажется. Пандемия вносит свои коррективы, но желание и упорство спортсменов берут свое. Уже совсем скоро они вновь покажут миру, что такое осетинская школа дзюдо. Валерия Кузаева, Хэта Гапоев, Новости Осетии. К этому часу это вся информация. Спасибо за внимание и оставайтесь с нами.